Он увидел хвост. Хвост мелькнул. Ага, идет. Идет бездельник. Идет, молодец. Где он был, не знаю. Догонит. Так заставляет меня нервничать, блядь. Очень далеко ходит. Это не очень-то хорошо. Собака должна 100-200 метров от хозяина ходить и все. Какой толк от полкилометра? Какой? Вот, ну, зачем радоваться тому, что у вас собака на полкилометра и за километр ходит? Какой? Но за километр он полает, там найдет птицу, будет лаять. Что, будешь возвращаться туда? Пускай вот здесь за 200 метров идет и поднимает птицу, если она есть. А то, что хрен пойми куда он ходит, он идет. Бездельник. Гордо идет. Тула, зачем так делаешь? Рядом должен быть, меня охранять. Я в одиночестве тут хожу. А если провалюсь вот сюда, кто меня спасет? Тулан, кроме тебя тут никого нету. Да. Лохвалы. Волдача. А? Морда наглая. Вперед. Не сбавляем темп. Идем. Фу. Ой, блядь. За эти 2 дня столько прошли. Да-да-да. Нормальный ход. Вон оттуда идем. Сейчас вот видите, как повернул дорога. И там снова бесконечность. Снова идем до этой бесконечности и повернем опять налево. Вот так вот идем. Хотя я зимой, когда тут на лыжах ходил, наверное, раза 2 тут я ходил. Один раз собака, другой раз еще один. И встречали чекополух и глухарь поднимался. Ну, сейчас почему-то, или может на, как сказать, более сухих местах где-то они камушки собирают. А зимой уже здесь, возле трассы, просто кормятся здесь и на трассе там прям ныряют в лунки. Вот так. Пока тишина. Хотя сосновый лес хороший тут. Здесь, ребят, подсад начинается. Вон там, короче, ну вот за этот участок где-то примерно с километра, наверное, вот с того поворота иду. Здесь будет средняя просека. Ну да, до средней просеки километр. Короче, там собаки впереди меня, я не знаю. Вот мы виделись, я включался, а больше я его еще не видел. Короче, он впереди меня шел, от него никто не взлетел. А вот я когда шел, вот, ну вот так. Вот если взять вот эту трассу, я иду так, и с правой стороны метров 20 от меня, наверное, кополуха дернула. На земле, оказывается, сидела. И знаете, как истребитель, действительно как истребитель. Сперва туда, потом мельком я вижу. Летела, короче, что глаза берут. Там, короче, перелетела эту дорогу, трассу и в ту сторону куда-то дернула. Все. Вот и все, что я видел здесь. Пипец. Круг 3 километра минимум. Квадратного метра сухого тут нету. Все болото, блядь. В следующий раз попробую вот здесь. Ну, здесь недалеко уже. Вот тут. Она есть. Она. Получается, средняя просека должна быть.
Другой раз там пройдусь. Но сюда, на трассу, никогда в жизни я больше не приду. Я так пожалел, что я сюда пришел, но так хотел. Я мечтал целый год, но зимы. Я зимой здесь проходил. Ходил на охоту. Полпути на буране, потом на лыжах. Потому что, чтобы дойти до этой трассы на буране, речку перейти невозможно было. Была бы переправа, я бы на буране здесь гонял. Где-то вот тут должна быть. Но там тоже, смотрите, не ахти, но все равно. Вот наконец-то последняя прямая. Вот она, родимая. Не близко еще, примерно с километр. Может и чуть больше. Там я вижу уже финиш. Финиш этого говна, блядь. Я так замучился, когда шел здесь. Сейчас спина сырая. И собака, как назло, блядь, ушла опять. Без него не хочу пить чай. Хочу с ним тоже. Как бы ему тоже хлеб надо дать. Пусть покушает. Фу. Вот до сюда я зимой приходил на лыжах. Именно до этой точки. Дальше не ходил. Но там уже знакомые мне места. Как бы там и я уже, сами знаете, охочусь. И прикинь, сегодня сколько я прошел. Голова уже кружится. Ух. Здесь подсад, полный подсада. Что я вижу? Все в березе. Может, вдоль трассы стороной придется идти. Чай надо попить. Пипец, нахуй, шатает, пиздец, нахуй. Зато я узнал, это место для осенней охоты, куда лучше не соваться. Врагу не пожелаю этот участок. Вся дорога сырость. В топь. По колено проваливаешься, идешь. Ладно, выключаюсь. Там уже на подъеме. Куда-нибудь сяду, будет собака там возле меня рядом или нет, я буду пить чай. Как всегда, чай с сыром. И это у меня последний сыр, пачка сыра. 7 штук, наверное, брал с собой. Что-то погода меняется, опять солнце хочет выглянуть. Снег начинался. Непонятно. Тулан там азарт на кого-то лает. На вырубке. Но он так далеко, блин, оставил меня. Толку от этого лая. Пока я дойду, доползу до туда. Не разгонишься тут. Да, еще как хорошо лает. Прям азартно, четко. До хрена еще мне пилить до туда. Иду прямиком на лай. Пока лает. Не, это птицу лает он. Активно так лает. Да.
еще. Здесь подъем начался. Фу, хоть сухо. Хорошо. Вроде пока лает. 100% на вырубке, наверное, где-то. Немножко уже осталось. Метров 300 от силы. На краю где-то. Далековато еще. На другой стороне этого выруба так далеко оказался. Твою дивизию. Че он перестал лаять? Лаять перестал. Опять начало. Я уж сижу, жду. Сейчас схожу. Я думал, он оставил. Что-то уже перестал точно лаять. Что ты будешь делать? Что-то ломает, блядь. С белкой воюет, наверное. Сучья ломает. Что ты будешь делать, а? Вон он убьет. Пойду на пролом, но она не птица там. Да, тулан. Короче, пугать начал. Сейчас покажу, что он сделал с деревом. Смотрите, как он рвет деревья. Он кусает. Ну, и толку. Вот так, ребят. Он когда этот кусает, рвет, сучья ломает. Вот это все сломал он. Верхние, нижние сучья. Ну где? Фу. Короче, зверь или птица. Птица улетает, а зверек прячется. Смотри, как он рвал. Смотрите. Надеюсь, видно. Прям щепкой рвал он. Кусал, рвал.
Собака портится, я вам скажу. Если с птицей так будет делать, все, просто ничего не будем забывать. Но все, успокойте. Хватит шуметь. Бежал, полз к тебе в надежде увидеть глухаря. А ты с белками воюешь. Если в кунице я выстрелю. Посмотрю сейчас с оптического прицела, гляну. Просмотрел все. Но я не увидел никого. Но она чувствует, где-то вот белка или куница поднялась, может верхом уже ушла куда-то. Я не вижу ее. Все сучья даже белки не вижу. Она орет. Смотри, видел? Вот так этим пугает зверя и птицу. Тула! Нок-дук-дуй! Вот дурацкую привычку взял, а. Хрен потом переучить невозможно. Он так будет у елки сучья так ломает, а у этого, блядь, даже кору снимает. Глупая привычка, нездоровая, нехорошая. Вообще это ужасная привычка. Это этим ты будешь пугать все подряд. Вот я пока шел, знаешь, полкилометра я шел, пока тащился к нему, он, знаешь, так рвал, что, может, верхом куда-то уже перепрыгнул этот зверек. Хрен пойми, где он. Но самое главное, не куница, это стоп. Вон он, наверное, или кто там, или нет. Там на суку что-то интересное. Похоже на белку. Наверное, белка, сейчас гляну. Посмотрел оптический прицел, там белка сидит на суку, на ветке. Ёб твою. Ну, Тулан, двойка тебе. Это не работано, это фигня. Фигней занимаешься. Вон белка сидит. Я на стволе ищу, а он, оказывается, на самом суку. Вот прям над головой он там. Ай. Так, отсюда, если посмотреть, отсюда не видно. А вон он. Да, лежит на суку. О, бля, хитро так легла на. Ладно, ребята, увидел эта белка. Вот такие дела. Шли к белке с полдня. Надо чай попить. Тулан, уйди. У нас сейчас там это нет. Подальше дам. На, у нас сейчас чай. То если дам, сразу здесь будет он лопать. На. Чавкать. Проголодался, смотри, как глотает. Набегался. Проголодался. Ну-ну. Сейчас отдохнем. Ну вот, ребят. Такие дела. Шляпа дело, короче. Второй день шляпа. Пока сейчас, ладно. Надо ведь не надо. Не наглей. Вау. Опять пошел к нему. Вон там сидит он. Она легла на ветку, на ствол ветки.
И на другую ветку лапу так поставила. И лежит. Венчаут. Шабаш. Не шуми. Я уверенно думал, что это глухарь. Потому что лай такой интересный был. Непрерывный тоже, звонкий. Он начал играть с белками. Это совсем нехорошо. Немножко даже я расстроен этим, что он начал рвать ветки. Ломает, рвет. Это нехорошо. Дугде, Тулан. Целый кусок дал. Хватит. Не наглей. Уже наглешь, на. Все, Тулан, отдыхай. Он дербанит. Тулан дербанит репчик. Фу, Тула! Тулана спать. Под ранком так летел. 2 штуки их было. От собаки выскочили. Фу, спать. И... А вот еще второй вон. Куда-то далеко летит. Фу, Тула. Молодец, Мишура еще. Фу. Поспать. Фу, Тула. Ну, виджедли. Поспать. Так, все, наша. Вот он, ребят, рябчик. Ну, не до съемок было. Просто какие-то считанные секунды. Я даже успел поменять патрон. У меня как бы стволе экспансивный был. Я поменял на обычный патрон. И ну, недалеко было. И то под ранком упал. Что-то сегодня на этом расстоянии должен он точно попасть. А как-то, наверное, чуть-чуть ниже, может, ушла пуля. Не знаю. Самое главное, добыли. Хоть что-то. Это вторые сутки уже, как бы второй день похода, охоты, и в общем не очень так везет. Вот такие дела. Ну, с добычей наш. Начнем с малого. Бездельник кого-то опять лает. Схожу в сорный лес тут. Не так далеко. Я сейчас вообще направляюсь к фотоловушке. Схожу. Опять белка. А? Опять белка облаял. Хоть бы куницу нашел, что ли. Где? Канна. Что на березу смотрит? Там дупло, наверное.
Старая береза. Короче, ложная тревога там. Я ничего не нашел. Посмотрел, там старая береза, может дупло где-то. Короче, вечереет уже. Вечереет. Надо идти быстрее. Дофига еще нам топать. Один раз Айда, она еще жива была. Глухарь сел, я чай пить. А там молодой глухарь, наверное, или старый, я не знаю, она ворчит капец. Из одного дерева перелетает на другой. Ворчит и летит. Так и не смог я ее добыть. Короче, я иду, никак не могу увидеть, где, на каком дереве. Слышно ворчит, а где взлетает, перелетает на другое дерево. И так, короче, до сих пор летит. Вот такие дела. План тоже сейчас кого-то облаял. Она белка-то сидит на елке или на сосне. Я даже не стал долго рассматривать. Некогда, ребят, надо идти. Попал. Фу. Вот это да, долго шел к этой птице. Фу, Тула! Фу! Молодец! Фу! Тула, фу! Фу! Тула, фу! Фу! Все, шабаш! Все. Раздербанил, блин. Все, фу. Фу. Ну вот, ребят. Долгожданная кополуха.
на нее охота открыта, так что комментарии такие, что вот самка-то им еще что-то там писать не надо. Все, хватит. Фу. Это трудная птица, очень трудно. За сезон буквально, если одну штуку удается добыть, это уже победа. Все, фу. Да и собака, смотрите, как активно работает. Активно отработала, и если, скажем, я пропущу эту птицу, это просто предательство для меня и для собаки будет. Все легально, все нормально. Так что я весной птиц вообще не трогаю, на тока не хожу. А осенью, извините меня, но это охота. Так что с добычей нас, это добыча. Долгожданная кополуха. Я уже не помню, когда последний раз добывал ее. Вот это да. 2 дня мы шли. Да и весь сезон осенний. К этой добыче. Хоть что-то добыли. Молодец, Тулан. Смотрите, как активно отработал. Просто на отлично. Ну все, шабаш. Ну. Крыло перебило. Прям точно попал, даже чуть-чуть выше пуля прошла. Ну, самое главное наше. Мы взяли эту птицу. Первый раз промахнулся. Экспансивным бил. Почему промахнулся? Интересно. О, вечереет уже, ребят. Ё-моё, блядь. Идти хрен пойми, сколько еще мне. Перья, конечно, мы оставили дофига. Почему первая пуля, наверное, выше пошла? Потому что не взлетела птица. Птица не взлетела и, как сказать, никакого... Снизу ветки были. Снизу ветки. Ниже птицы ветки были поперек. Пуля туда не попала. Значит, выше пошла пуля. Странно. Очень странно. Второй патрон просто обычным выстрелил. И вот смотрите, как прям смертельно. Ну, блин. Я рад. Я рад, что я добыл эту птицу. Это тот же самый глухарь, ребят. Тот же самый глухарь. Осенняя охота на нее открыта. Все нормально, все под контролем.